Наш эфир продолжит прямая трансляция с торжественного собрания общественности, посвященного столетию видного государственного и политического деятеля, первого секретаря Якутского областного комитета КПСС Гаврила Иосифовича Черяева. Предлагаем просмотру трансляцию из театра, оперы и балета. Рек, не в силах удержать лесов разбег, дрожишь над тундрой маревом тумана. И, обдавая матушку Сибирь дыханием студеным океана, волнуешься во всю земную ширь. И эхом, отразясь от снежных скал, несешься над тайгою величавой. Достиг ты, наконец, вершины. Уй, Венской утесом оглядел и стремительным размахом родной долины, где ты дерзал, влюблялся и скорбел, и высоты живительной силы тебе высоким думом приобщила. Молодой мой, милый человек, гляди, гляди, как солнышко сияет, как свет его прекрасно озаряет твой путь земной и твой суровый век. И сам ты сын природы, и тем велик, что с добрым светом солнца солнце лик. Давай, господствуй на земле, люби вселенную и обживай, рожай детей и деревца сажай. Пускай от этой ленской высоты тебя уводят вдаль твои мечты. Пускай высокий ветер вдохновения тебя окружает только намерения и свершения. Молодой, отважный человек, ты высоты своей достигший первой в просторах природы, вечной и безмерной. Входи, но памятай, что человек с природой равноправное творение, и деревом, и птицам, и зверям брат и защитник. Это назначение привей души своей своим делам. Тебе доступно все. Так выбирай, цветком ли засверкаешь под лучами, орлом ли воспаришь под облаками, или мягкою волной ударишь в край родного берега, или яркою звездой промчишься в чистом небе надо мной. Дерзай, мой друг, дерзай. Соразмеряя силу рук и воли, и дерзание с тем, что видишь, я знаю, ты многое предвидишь, и землю, что раскинулась вокруг. Всем жаром сердца ты достигнуть хочешь, у малого ли деревца хлопочешь, или к звездам рвешься, щедро тратя годы, чтоб проникнуть в таинство природы. Добрый вечер, дорогие гости,
уважаемые участники торжественного собрания общественности, посвященного столетию со дня рождения видного государственного и политического деятеля, участника Великой Отечественной войны Гавриила Иосифовича Чиряева. Звучат гимны Российской Федерации и Республики Саха-Якутия в исполнении хора Государственного театра оперы и балета Республики Саха-Якутия имени Сорун Амаллона. Главный хормейстер Октябрина Птицына. Слово для основного доклада предоставляется председателю правительства Республики Саха-Якутия Кириллу Евгеньевичу Бычкову. Уважаемые участники торжественного собрания, посвященного столетию выдающегося государственного общественного деятеля Якутии Гавриила Иосифовича Чиряева. В истории каждого народа есть личности, чья роль особенно значима. Лидеры, рожденные народом и выдвинутые временем, оставляют неизгладимый след. Именно таким был Гавриил Иосифович Чиряев, 17 лет возглавлявший нашу республику с 1965 по 1982 годы. Совпадение личных качеств руководителя и запросов эпохи позволило успешно решить задачи, стоявшие перед Якутией в то время. Живой ум, эрудиция, скромность и интеллигентность – эти качества снискали Гавриилу Иосифовичу заслуженный авторитет. Он был человеком дела, лишенным искусственности.
Гавриил Иосифович прошел большой жизненный путь. Начав учителем после окончания школы в Вилюйске, он внес свой вклад и в Великую Победу, служа в рядах Советской армии на Забайкальском фронте. После войны, работая в системе образования и партийных органов, он последовательно продвигался, отдавая все силы развитию республики. Гавриил Иосифович с особым вниманием относился к национальному наследию, создавая благоприятные условия для развития якутской культуры, искусства. Благодаря его поддержке якутские писатели, артисты, художники и другие представители творческой интеллигенции получили новые возможности для реализации своих талантов. Именно в те годы ярко заявили о себе многие известные деятели культуры, которыми сегодня гордится наша республика. Под руководством Гавриила Иосифовича Черяева получили развитие профессиональные театры. Была создана Якутская государственная филармония, государственный ансамбль танца. Завершено строительство Якутского музыкального театра, преобразованного в театр оперы и балета. Избранный первым секретарем Якутского обкома КПСС в 1965 году, Гавриил Иосифович плодотворно работал на этом посту, демонстрируя новаторский подход к решению задач всего народного хозяйства. Он умел находить те решения, опираясь на научный анализ и консультации со специалистами, что позволило Якутской автономной республике достичь высочайших результатов во многих отраслях. Именно в этот период республика вышла на передовые позиции в производстве, промышленности, науке, технологиях. Гавриил Иосифович постоянно работал над собой, углубляя знания в различных областях, от горного дела до экономики, что позволяло ему эффективно руководить нашей республикой. Под руководством Гавриила Иосифовича в республике быстрыми темпами развивалась горнорудная, горнодобывающая промышленность, особенно алмазная. Были введены в эксплуатацию крупные обогатительные фабрики в Мирном, Айхале, Удачном. Также были введены в строй Вилюйская ГЭС, Якутская и Нерюнгринская ГРЭС, Моксурологский цементный завод и другие важные промышленные объекты, которые служат нашему народу и по сей день. Гавриил Иосифович глубоко вникал в проблемы горного дела, энергетики, геологии, инфраструктуры, но уделял особое внимание развитию золотодобывающей промышленности, особенно в районах Заполярья. Именно при Гаврииле Иосифовиче началось широкое использование газового конденсата в народном хозяйстве. Благодаря его настойчивости был проложен газопровод Тас-Тумус-Мастах-Якутск, что обеспечило газом столицу и центральные районы нашей республики, а также создало производственное объединение «Якутгазпром». Гавриил Иосифович стоял у истоков создания и угледобывающей промышленности. Благодаря его усилиям и поддержке главы союзного правительства Алексея Николаевича Косыгина было принято решение о создании крупнейшего в стране угледобывающего предприятия и возведения города Нерюнгри, строительство железной дороги Тында-Беркакит. Стоит отметить, что Гавриил Черяев лично участвовал в закладке города Нерюнгри и в строительстве этой железной дороги. Черяев глубоко изучал экономические проблемы развития региона, фундаментально подходил к этим проблемам, результатом чего стала успешная защита кандидатской диссертации. Он придавал огромное значение развитию науки как ключевому фактору повышения эффективности производства. Под его руководством ученые республики совместно со своими коллегами из Сибири, Москвы, Ленинграда разрабатывали комплексные программы научных исследований по приоритетным направлениям, таким как алмазы, Южно-Якутский территориально-производственный комплекс, нефть, газ. Черяев умел вдохновить людей. Он ценил самостоятельность и новаторский подход, что позволило эффективно взаимодействовать власти и науке. Якутск превратился в крупный научный центр с развитой инфраструктурой, были открыты институты физико-технических проблем Севера и космофизических исследований и аэрономии, чьи исследования получили признание в стране и за рубежом. Большое внимание уделялось подготовке научных кадров из числа коренных национальностей. Гавриил Иосифович добивался развития и совершенствования системы образования. Он поддержал индивидуальный учебный план Якутской национальной школы с преподаванием на родном языке. В республике открывались классы с углубленным изучением отдельных предметов, что способствовало
повышению общего уровня образованности населения, и Якутия занимала одно из ведущих мест в РСФСР по уровню образования работающего населения. Гавриил Иосифович уделял огромное внимание проблемам традиционных отраслей и жизнедеятельности малочисленных народов Севера. По его инициативе принимались важные решения о развитии экономики и культуры северных районов. Строились новые поселки, котельная, электростанция. Под его руководством республика достигла значительных успехов в экономическом и социальном развитии. Возросли промышленно-производственные фонды, увеличился выпуск сельскохозяйственной продукции и строительство жилья. Гавриил Иосифович заботился о том, чтобы вновь осваиваемые территории были обеспечены социальной инфраструктурой, чтобы коренное население получило необходимые социальные блага. Он настойчиво отстаивал интересы жителей республики, добиваясь улучшения условий жизни и труда. Над всем этим мы и по сей день работаем, и эта работа, конечно, никогда не остановится, но важнейшие вехи, важнейшие направления задал еще Гавриил Иосифович. Он постоянно следил за решением жилищных проблем. Тысячи семей получили благоустроенные квартиры. Мы помним, как разрастались города, поселки и, как я уже сказал, вырос город Нерюнгри. Огромное внимание уделялось подбору и воспитанию кадров. Конечно, он добивался, чтобы в руководящих органах работали компетентные специалисты, что позволяло собрать эффективную команду единомышленников. Под его руководством выдвинулись талантливые организаторы в производстве и ученые, которые внесли значительный вклад в развитие республики. Это Виктор Тихонов, алмазная промышленность, это Тарас Десяткин, золотодобывающая промышленность, это Евгений Батынчук, Вилюй-Гэсстрой, это Иван Ворона, геология, Павел Иванов, Ленское пароходство, ученый Владимир Ларионов, Институт физико-технических проблем Севера, якутского филиала Сибирского отделения Академии наук СССР и многие-многие другие. Черяев всегда скрупулезно разбирался сам в причинах неудач и отставаний совместно со специалистами и находил выход из сложных ситуаций. Важным событием стало совещание историков под председательством Черяева, которое способствовало правильной оценке наследия якутских деятелей культуры и в целом освещению истории Якутии. Он пользовался уважением не только в республике, но и в высшем руководстве страны. Он обладал даром дипломата и авторитетом среди партийной элиты. Благодаря его инициативе в Якутии побывали многие руководители правительства СССР, что способствовало, конечно же, решению важных вопросов развития республики в целом вместе со всем союзным государством. Его личные качества, такие как интеллигентность, доброжелательность, компетентность, настойчивость, играли важную роль в достижении поставленных целей. Но самой высокой наградой для Гавриила Иосифовича является признание его заслуг многонациональным народом республики. Уважение и любовь, которые будут передаваться из поколения в поколение. Первый президент Республики Саха-Якутия Михаил Ефимович Николаев высоко ценил Гавриила Иосифовича как учителя и своего наставника. Гавриил Иосифович Черяев был выдающимся государственным и политическим деятелем, скромным и обаятельным человеком, который стремился к благополучию, развитию и процветанию родной Якутии. Ему, конечно, удалось создать из нашего региона передовой индустриальный базис. Гавриил Иосифович был талантливым руководителем и оставил глубокий след в истории республики. Благодаря созданному им социально-экономическому и культурному потенциалу Якутии удалось легче преодолеть сложные времена. И мы их преодолеваем и сейчас очень успешно. Благодарной памяти народа светлое имя Гавриила Иосифовича Черяева никогда не будет забыто. Слово предоставляется заместителю председателя Государственного собрания Иль-Тюмень Республики Саха-Якутия, председателю Постоянного комитета по государственному строительству и законодательству Афанасию Семеновичу Владимирову. Уважаемый Кирилл Евгеньевич, уважаемые участники торжественного совещания,
Для меня большая честь от имени Государственного собрания Ил-Тумен Республики Саха-Якутия, от имени его председателя Алексея Ильича Еремеева приветствовать и поздравить всех собравшихся с памятной датой для республики, столетием со дня рождения Гаврила Иосифовича Чиряева. Кирилл Евгеньевич озвучил глубокий и содержательный доклад о жизни Гаврила Иосифовича, но я бы хотел остановиться на следующих моментах. Гаврил Иосифович в 40 лет возглавил обком коммунистической партии и 17 лет руководил республиканской партийной организацией. И за эти годы он показал себя как искренне честный и любящий свою родину человек. Его государственное мышление всегда сочеталось с теплотой души и вниманием к людям. Жители Якутии чувствовали его неравнодушие и справедливость, что делало Гаврила Иосифовича поистине родным и близким для всех. Его отношение вызывало не только уважение, но и настоящую сердечную благодарность, оставив глубокий след в памяти народа. Мои земляки Акулина Егоровна Павлова, депутат Верховного Совета Якутской АСР 5-го созыва, доярка колхоза имени Сталина, иргизского наследия, и ее супруг Владимир Митрофанович Павлов, бригадир плотницкой бригады этого же колхоза, в последующем заслуженный строитель РСФСР, встретив его однажды на отдыхе в санатории в городе Кисловодске, вспоминали и рассказывали, каким простым и обаятельным был Гаврил Иосифович в общении со всеми. Высокий, статный, простой и скромный. Он был запевалой Осохая на Маевке, и по его инициативе на первомайской демонстрации в Кисловодске якутяне прошагали отдельной колонной вместе с горожанами. В 18-летнем возрасте Чиряев ушел на войну. Начинал рядовым солдатом Забайкальского округа, участвовал в наступлении на японских милитаристов, дошел до Порт-Артура, символа героизма русских солдат в русско-японской войне. В 19 лет вступил в ряды Всесоюзной коммунистической партии и большевиков. Прослужил в Красной армии 8 лет и демобилизовался в звании старшего лейтенанта. Занимал должности заведующего секретной частью, офицера первого отдела, офицера мобилизационного отдела, то есть был ответственным за сохранение государственной тайны, координацию секретных документов и обеспечение безопасности важнейших сведений. Говоря о Гавриле Иосифовиче Чиряеве как о государственном деятеле Якутии, стоит отметить, что он успешно продолжил дело своего предшественника Семена Захаровича Борисова. Как вы знаете, Семен Захарович внес значительный вклад в развитие промышленности Якутии. Активно продвигал идею создания алмазодобывающего треста «Якут-Алмаз». Уделял большое внимание укреплению транспортной инфраструктуры и особое внимание развитию золотодобывающей отрасли. Продолжая политику Семена Захаровича, Гаврил Иосифович инициировал строительство таких промышленных центров, как город Нерингри, поселков Айхал и Удачный. Одной из основных проблем Якутии Гаврил Чиряев считал низкую обеспеченность энергетическими ресурсами, значительное отставание в развитии наземной транспортной инфраструктуры и постоянную нехватку рабочей силы, особенно среди квалифицированных специалистов и инженеров. Для решения этой проблемы ключевым направлением его работы стало развитие системы образования Якутии. Во времена его руководства были созданы условия для укрепления материальной базы образовательных учреждений, открытия новых школ и детских садов, вовлечения местных кадров в промышленность. Отдельно хочу остановиться на том, как вспоминал о Чиряеве первый президент Михаил Ефимович Николаев. Как уже отметил Кирилл Евгеньевич, для Михаила Ефимовича Гаврил Иосифович был
наставником. Но он не просто был руководителем, а человеком, под чьим руководством он сформировался как государственный деятель. Гавриил Иосифович учил его не останавливаться на достигнутом, а продолжать развивать полезные и перспективные начинания. Михаил Ефимович подчеркивал, что истинное предназначение Гавриила Чиряева заключалось в том, чтобы быть национальным лидером своего народа, самоотверженно служить ему, республике и стране. Гавриил Иосифович никогда не оставался в стороне от общих дел и забот, обладая острым политическим видением, способностью видеть дальше и глубже других, оценивать сложные ситуации и находить смелые решения. Он умел брать на себя ответственность, убеждать людей в своей правоте и вести их за собой. Как утверждал Михаил Ефимович, Чиряеву приходилось действовать в условиях экономической зависимости автономной республики, что требовало значительных дипломатических усилий и авторитета в Москве для обеспечения финансирования проектов на территории республики. Он умело использовал аргументы, основанные на государственных и национальных интересах, принимая решения, ориентированные во благо всего общества, а не отдельных элит. Эпоха Чиряева ознаменовалась новым этапом индустриального развития Якутской автономной Советской Социалистической Республики. В своей работе он всегда опирался на научные подходы и комплексный анализ. Ему удавалось интегрировать свои проекты в директивы партии и правительства, обязывающие центральное ведомство учитывать интересы нашей Якутии. И как мы видим сегодня, оба лидера, и Михаил Ефимович, и Гавриил Иосифович, были объединены общей заботой о благополучии родного народа, республики и страны. Завершая свое выступление, хочу привести слова самого Гавриила Иосифовича Чиряева, которые он озвучил в интервью журналу «Эко» в 1978 году, отвечая на вопрос журналиста, какой он видит Якутию через 15-20 лет. Вот его ответ. Высокоразвитой индустриальной республикой, победившей свое бездорожье, с прекрасными железнодорожными вокзалами и аэропортами, с крупными комфортабельными городами, современными предприятиями и научными центрами. И Якутия будущее – это Якутия без сегодняшних проблем, которые мы стремимся решать во имя будущего. Благодарю за внимание. Свое видеоприветствие направила дочь Гавриила Иосифовича Чиряева, кандидат биологических наук, сотрудник Института акушерства, гинекологии и репродуктологии имени Отто города Санкт-Петербурга Ольга Гаврииловна Чиряева. Внимание на экран. Добрый вечер, уважаемые участники торжественного собрания. От имени детей Гавриила Иосифовича я бы хотела поблагодарить всех присутствующих за сохранение памяти нашего отца, за ту работу, которая уже сделана и делается для этого. Мои брат, сестра и я теперь уже старше нашего папы. И сейчас мы понимаем, что папа умер, в общем-то, молодым человеком. Но я думаю, что жизнь его на самом деле была огромной. Масштаб его работы мы осознали с возрастом, с пониманием той ответственности и сложности задач, которые тогда решались. Нашим родителям было очень важно, чтобы мы, дети, состоялись в жизни, причем благодаря своим способностям и своему труду. Папа очень хотел, чтобы мы получили хорошее образование. Он радовался выбору профессии. Сын стал геологом, старшая сестра – экономистом. Ведь эти нужные профессии были важны для Якутии. И брат с сестрой всю трудовую деятельность проработали по специальности в Якутске. Поддержал папа и мой выбор. Когда я захотела стать биологом, он посоветовал обратить внимание на два перспективных направления. Это биохимия и генетика. Я выбрала генетику. Уже после папиной смерти каждый из нас
защитил кандидатские диссертации. Для меня папа – это человек, недосягаемый в силу его положения в обществе, но в то же самое время это родной и близкий человек. Каким я его запомнила? Очень занятым человеком, который поздно приходит с работы, много времени проводит в командировках, решает важные дела, работает для людей, для блага народа республики. И я понимаю, что руководить – это не привилегия, а тяжелое бремя. И справиться с этим дано не каждому. Папа был очень выдержанным, спокойным, рассудительным человеком. Нам очень часто не хватает таких качеств в себе самих и в окружающих нас людях. А в моем окружении такой человек был. Еще одно качество папиного характера – очень уважительное отношение к людям, вне зависимости от занимаемой должности, от занимаемого положения. Это я наблюдала всегда, и это было очень сильным воспитательным моментом для меня. Наши дети, внуки Гавриила Иосифовича, знают о дедушке из рассказов родных, из воспоминаний разных людей, из книг, кинохроники и фильмов, снятых о нем. И эта память очень нужна и важна для всех нас. Я хотела бы выразить глубокую благодарность руководителям республики, всем ветеранам, землякам Гавриила Иосифовича и всем людям, сохраняющим память, уважение к нему. Развитие Якутии во всех смыслах и благополучие ее жителей, несомненно, были целью папиной жизни и его мечтой. Его мечтой. На экране видео одноклассника Гавриила Иосифовича Чиряева, ветерана Великой Отечественной войны Николая Ивановича Афанасьева. Внимание на экран. Бүгін бияқа бары бітігер, білі ұрыйының олықтақтырғар еріләқ көні. Беге bir daydulaq pıt Gabriel Iosifovich Çireyev 100 yılın tuğalar übüleyin bihi bugün beliyetivet. Men Gabriel Iosifovich'i kıraddağıttan bilebil. Bihigi Bülü Sredняя skolatıgar 5, 6, 8 klaslarga birge öğrenmepbit. Kini oğar dağıttan kaydara uğratı tosporunnağ, ülağa doğurdağ, öydağ töydağ oğata. Ülağa особенно пионерской дружина үлетигер кені хамай инники хыйдар бейтini инники öngürər doğur bu dede halaya çibi dede yüreğer üçüvey o çatağı udarnik tena attiretler udarnik etem İtenne Arıydullah Tambaranot'ta seri bol bıtıgar bihige gaznanı kıtta birge kıhıl armiyaga öngürüllü bıt. Тыгача 4-7 стрелковая дивизия Монгольской Народной Республикага онны birge службалавы быт. Seriga tırnağı kalan doydu butuvar etenge tından kalbepet ona kini parti nevlehe bol buta men bollavuz kolağa ülülebetim. Tebaretünen kaydara eski bek ki o bastır erellek doğur kurduk ordu ki sanir ki hitete. Tuğakta diyen kinyaka bu
atını eter kıyak suğa. Kini Bihir Respublikamız saydıtıgar, pramышленность saydıtıgar, техайстватын saydıtıgar, John народ олого тупсарыгар, элбэх öngölök государственный деятель болар. Onluk bola kini ünen taksıbıta. Evet. Onu bu bihigi bili olakta aktara, bir daydıla aktara bari ken tuttan turan kinini bu süsla tolu ditten öğren köten turan aktabıt. Eğitini barıgıtın bu yürüyle öbüleyde gününen eğer delibin onları dorobay bolun ülağetiger niye doydu tuhugar beğad olak kutun tupsırar tuhugar ayemcilaktık sorunulaktık bilini bir yemeğe petir kurduk tuaktan da çağıyan torbak kurduk Rukku kalyana kıyılaktar kalyanelere kayda ulabitlerin kurduk. Kinler kayda kıyını sit ispitlerin kurduk. Tokpar ülağa serige tokpar kusumanayları torabitlerin kurduk. Onluk iyi tutuhanget ülelir getiger ütüyetik etenge bu olan olarak götür bağarabın. Слово предоставляется главе муниципального района Вилюйский Улус-район Сергею Николаевичу Винокурову. Уважаемый Кирилл Евгеньевич, уважаемый Афанасий Семенович, глубоко уважаемая Наталья Гавриловна, дорогие ветераны, уважаемые участники торжественного собрания. Сегодня, 4 апреля, общественность нашей республики отмечает столетие видного государственного и политического деятеля Гаврила Иосифовича Чиряева. Разрешите от имени жителей Вилюйского Улуса района глубоко и сердечно поздравить всех присутствующих в зале, а через вас, жителей республики, с этим замечательным юбилеем. Сегодня с этой трибуны я хочу говорить не просто о достижениях республики, а о человеке. О том, каким Гаврила Иосифовича запомнили те, кто годами работал рядом, делил трудности и победы. Кто, как не они, могут рассказать нам настоящую историю его лидерства? Вот что пишет о нем Александр Владимирович Власов, который был вторым секретарем Якутского обкома КПСС с 1965 года по 1972 годы. Впоследствии он работал первым секретарем Чечено-Ингушского и Ростовского обкома КПСС, министром внутренних дел СССР, председателем Совета министров РСФСР. С Гаврилом Иосифовичем Чиряевым меня свела судьба в стенах Якутского обкома партии. Его становление как государственного партийного деятеля проходило в непростой обстановке. Областная партийная организация, народное хозяйство находились на переломе смены поколений, кадровых перемен, оттепели 60-х годов, структурной перестройки. Надо отдать должное, это редкое качество. Он никогда не сваливал недостатки на предшественников, не чернил бывшее руководство, как это часто бывает во многих местах. Я не помню ни одного случая, чтобы он плохо отозвался о ком-либо из бывших руководителей. Более того, он умело опирался на опыт прошлых лет, бережно относился к научным кадрам, интеллигенции, директорскому корпусу. Гаврилом Иосифовичем была создана удивительная товарищеская атмосфера, открыт простор для инициативы и творчества, для самостоятельности, взаимной поддержки. Он был примером самоотверженной работы и преданности делу, не гнушался черновой работой. Он хорошо владел пером,
анализом. Ему не требовалось комиссии, бригады по подготовке докладов, информации, записок. Чтобы владеть проблемой или предметом рассмотрения, докапывался до сути, перелопачивая горы литературы, первоисточников, часто прибегал к советам опытных людей, умел слушать их, глубоко изучая жизнь, бывая в командировках в различных районах предприятий. Будучи прекрасным идеологом, он, конечно, испытывал большие трудности, особенно в первые годы работы в вопросах промышленности, строительства и в целом экономики. И это он прекрасно понимал, а потому давал возможность своим подчиненным работать самостоятельно, без ложной скромности учился, познавал азы экономики, даже влазил в детали технологий, разработки, добычи полезных ископаемых, природных богатств Якутии, строительства и вообще во все сферы общественно-политической жизни. Я преклоняюсь перед этим человеком, поскольку знал и видел его бесконечные поездки в центр, хождение по этажам власти, чтобы решить коренные вопросы социально-экономической жизни республики. Его целеустремленности, напористости, цепкости мог позавидовать руководитель любого ранга. И все это делалось спокойно, ровно, без показухи, парадности, без возвеличивания персоны. Он вообще старался не показывать своего участия, непосредственно работу на людях. Вообще он был человеком предельной скромности и честности. Внешне он был как бы недоступен, скуп на внимание, суховат в общении. Под внешней оболочкой, можно сказать, маской скрывалась богатая натура, щедрая душа, горячее сердце. Мы это видели, чувствовали на себе, знали, что он любил литературу, искусство, много читал, был интересным собеседником. В отношении с коллегами был всегда ровен, умело скрывал свои симпатии или антипатии. Удивительно, но за все время нашего знакомства, а это ни много ни мало почти 20 лет, я не знаю случая, чтобы он взорвался, вышел из себя или оскорбил и унизил человека. В повседневной жизни не щадил себя, своего здоровья, болел, но никогда не жаловался. Свои недуги не показывал. Одним словом, работал на износ. И опять-таки все это он делал не ради карьеры и собственного благополучия, а во имя народа, который он беспредельно любил. Январь 1995 года. Герой социалистического труда Тарас Гаврилович Десяткин. Бурное и динамичное развитие получила наша отрасль в 70-е и начало 80-х годов. Это были счастливые годы безустанной работы взаимопонимания. И очень важно было и присутствие рядом не просто руководителя, от которого очень многое зависело, первого секретаря обкома, но и мудрого, умного человека, прямолинейного и честного. Гаврил Иосифович разбирался во многих вещах и на равных вел разговор со специалистами многих отраслей народного хозяйства. Обладая почти неограниченной властью, он пользовался ею разумно, в интересах дела. Он умел слушать и слышать. Он был человеком, чье решение не зависело от его хорошего или дурного настроения, а от того, насколько то или иное предложение и целесообразно, дальновидно, насколько оно способно служить интересам дела. 4 июля 1994 года. Первый президент Республики Саха-Якутия Михаил Ефимович Николаев. Лидером он был от природы, от Бога. Почитайте его биографию. Он никогда и нигде не отсиживался в сторонке, не укрывался за чужими спинами от общих дел и забот. У него на все были свои видения проблем. Принципиальное мнение, собственное решение задач, никогда не угасающая инициатива, неустанный поиск лучшего. Гаврил Иосифович обладал необычайно острым политическим зрением, видел дальше и больше других, безошибочно оценивал самые сложные ситуации, быстро находил смелые конструктивные решения, брал на себя тяжелый груз ответственности. Как истинный политик и лидер, он точно определял приоритеты движения и тенденции развития. Словом и личным примером мог убедить людей в своей правоте повести за собой народ.
Как истинный лидер, Гаврил Иосифович заботливо отбирал и воспитывал кадры, собрал прекрасную команду единомышленников, воспитал сильных последователей своих идей. Можно только поражаться его чутью, с которым он подбирал и расставлял кадры. Более внимательного и заботливого отношения людям со стороны руководителя столь высокого ранга мне еще не приводилось встречать. Сегодня, имея за плечами собственный солидный опыт руководства Республики Саха-Якутия, я использую возможность еще раз публично выразить свою благодарность и признательность Гаврилу Иосифовичу за то бесценное наследие, которое он оставил народу нашей республики, и которое позволило нам не только без больших потерь преодолеть переход к рыночным отношениям в экономике, осуществить реформы государственного и политического устройства, обновить миропонимание в целом, но и подняться на более высокий ступень в развитии. Наша республика Саха-Якутия с честью выдержала все выпавшие на ее долю испытания и осталась одной из самых надежных опор России. В этом я вижу и прямую заслугу Гаврила Иосифовича Черяева. 26 октября 2008 года, город Москва. Уважаемые участники торжественного собрания, посвященного к столетию Гаврила Иосифовича Черяева, эти воспоминания отдельных соратников, людей, которые долгие годы работали и общались с ним, раскрывают удивительный образ. В нем сочетались врожденная скромность и чувство высокого внутреннего достоинства, острый аналитический ум и чуткое сердце. Он был прост в общении, открыт для любых тем, искренен и сердечно доброжелателен каждому. Вся жизнь Гаврила Иосифовича свидетельствует о его выдающейся роли в истории нашей республики. И сегодня надеюсь, что пришло то время, когда его имя по праву должно звучать наравне с именами выдающихся сыновей Якутии, с Максимом Кировичем Амосовым, Степаном Максимовичем Аржаковым, Исидором Никифоровичем Бараховым, Степаном Васильевичем Васильевым, Платоном Алексеевичем Аюнским. Мы, величане, чтим светлое имя Гаврила Иосифовича Черяева и гордимся его вкладом в наше общее будущее. Имя этого человека для каждого величанина свято. Спасибо за внимание. Слово предоставляется главе муниципального образования Нерюнгринский район Роману Михайловичу Щегельнику. Добрый вечер, уважаемый Кирилл Евгеньевич, уважаемый Афанасий Семенович, уважаемые участники торжественного собрания, посвященному столетнему юбилею выдающегося политического деятеля Гаврила Иосифовича Черяева. Вы знаете, вот выступающие передо мной ораторы, конечно, выдали нам такие очень полновесные доклады, и сегодня я, скорее всего, скажу все-таки своими словами. От сердца, от души. Приехав в город Нерюнгри в 2012 году и первые дни знакомившись с ним, я зашел в парк имени Гаврила Иосифовича. Я, конечно же, являюсь уроженцем Якутии, слышал это имя, но тогда я не понимал, насколько оно важно для нерюнгринцев. И придя домой, ознакомившись, чем же значим Гаврил Иосифович для нерюнгринской земли, я понял, что это именно тот человек, который заставил биться промышленное сердце нашей республики, Нерюнгринский район. Сегодня мы его так и называем. И, конечно, благодаря этому, стоя сегодня перед вами на этой сцене, в моей душе целая палитра чувств. Первое чувство – это, конечно, чувство благодарности. Я сам лично и все жители, без исключения, и Нерюнгринского района, и всей республики, мы благодарны этому выдающемуся человеку за то, что он ветеран Великой Отечественной войны. Такие люди, как Гаврил Иосифович и еще миллионы наших ветеранов подарили нам мир и спокойствие нашей земле, нашей Родины. Второе чувство – это, конечно, чувство гордости. Чувство гордости за
современных нерюнгринцев, которые продолжают воплощать в жизнь те задумки, те великие планы, которые выстроил Гаврил Иосифович. Они продолжают много работать, они продолжают заставлять стабильно и ровно биться промышленное сердце нашей республики. Они продолжают открывать новые месторождения, строить фабрики, заводы, открывать новые школы и многое-многое другое. Я думаю, это достойно памяти Гаврила Иосифовича. И, конечно же, сегодня во мне чувство благодарности. Благодарности за то, что такой человек, который, я уверен, как говорил Михаил Ефимович, первый президент республики, такие люди рождаются раз в 100 лет, что этот человек родился в этот период и своим упорством, своими глубокими энциклопедическими знаниями, своей научной основой доказал необходимость строительства Южно-Якутского территориально-промышленного комплекса, подарив нам вот это чудо промышленное на юге Якутии, и Республика Якутия становится настоящей индустриальной республикой. И сегодня, когда наша страна переживает непростые времена, когда вектор развития нашей страны направлен на восток, мы все это прекрасно понимаем. Память о Гавриле Иосифовиче живет в наших сердцах, живет в сердцах нерюнгринцев. Мы продолжаем мероприятия, связанные с увековечением его доброго, светлого имени. Сегодня есть парк, сегодня уже стоит и работает новый аэропорт. Наверное, вы все прекрасно знаете. Аэропорт с самой протяженной взлетно-посадочной полосой на Дальнем Востоке, 3600 метров. И мы очень рады, что этот новый аэропорт-красавец будет носить имя Гаврила Иосифовича. И гости, и жители республики, а рано или поздно, я уверен, что этот аэропорт станет со статусом международным, прилетая на юг нашей республики, будут слышать, что данный аэропорт назван в честь выдающегося деятеля, политического деятеля Республики Саха-Якутия Гаврила Иосифа Чиряева. Спасибо. Слово предоставляется заведующему кафедрой экономической теории Финансово-экономического института Северо-Восточного федерального университета имени Максима Кировича Аммосова, доктору экономических наук, профессору, академику Академии наук Республики Саха-Якутия Анатолию Афанасьевичу Попову. Уважаемые участники торжественного собрания, очень приятно, организационный комитет очень много мероприятий провели в связи с юбилеем первого секретаря областного комитета партии Гаврила Иосифовича Чиряева как участника Великой Отечественной войны, год 80-летия Великой Победы. Я под руководством Чиряева работал 16 лет. Из них 16 лет, 8 лет я работал заведующим отделом пропаганды и агитации областного комитета партии. Это был самый крупный по численности работников отдела областного комитета партии. И очень влиятельный отдел с точки зрения его структуры. Во всех райкомах, горкомах партии были отделы пропаганды и агитации. Далее вся издательская деятельность, вся средства массовой информации, пропаганды, все это находилось под руководством отдела пропаганды и агитации областного комитета партии. Нам было, с одной стороны, легко работать под руководством Гаврила Иосифовича Чиряева, поскольку он раньше был заместителем заведующего отделом пропаганды и агитации, какое-то время был заведующим идеологическим отделом,
и секретарем обкома партии по идеологии. Легко было, потому что он прекрасно знал не только основные направления работы отдела, но он прекрасно знал все проблемы, возникающие в области идеологии. Поэтому мы были очень в этом отношении, очень мы с какой-то степени находились под очень подготовленным, интеллектуально развитым руководителем и республики. Хочу сказать, что когда Гаврил Черяев стал первым секретарем областного комитета партии, он застал тот этап индустриального развития республики, когда надо было как-то определить точку экономического роста. Это связано с тем, что все основные уникальные полезные ископаемые, которые были открыты в нашей республике, и они прославили нашу страну и за рубежом. Это открытие алмазов, да и других уникальных полезных ископаемых. Они все носили в основном очаговый характер, разбросанные по огромной территории республики. Это и характерно до сих пор. Он и решил в какой-то степени координировать деятельность этих промышленных предприятий, чтобы они совместно работали с другими предприятиями других отраслей народного хозяйства. Поэтому перед ним стояла задача определить точку экономического роста. Такой точкой экономического роста оказалась Южная Якутия. Почему он именно выбрал Южную Якутию? Это связано с тем, что в то время Центральный комитет партии и правительство страны наметили создание третьей мощной крупной металлургической базы страны. Правда, в директивных материалах съезда и других партийных и других правительственных документах были определены контуры, что поисковая работа по геологии надо провести в Южной Якутии и других регионах Забайкалья и так далее. Вот этим в какой-то степени он определился тогда, что именно точка экономического роста республики начать именно с Южной Якутии. Формы реализации этой задачи, поскольку он и решил и поставил перед областной партийной организацией комплексное развитие производительных сил республики, в основном учитывая те материалы комплексной экспедиции, Якутской экспедиции Академии наук 1925-30 годов, все это он в какой-то степени переставил, что на новом этапе развития производительных сил можно определить точку экономического роста именно с Южной Якутии. Формы реализации этой задачи, как научной и практически, определил как формирование ТПК, территориально-производственного комплекса. Такой традиции и реализации основных задач комплексного развития территории республики у нас в республике не было. Вот эта точка экономического роста, именно начав формирование территориально-производственного комплекса, и решили создать прежде всего угольный комплекс, обогатительная фабрика Нерюнгри, построить город, 100-тысячный город, создать новый район, Нерюнгринский район. Мы тогда, будучи областным комитетом партии, почти ежемесячно бывали в Нерюнгри. Мы знаем, что этот город начался, где проживало всего 700 человек, товарищи. За 10 лет был построен 100-тысячный город. Таких темпов, размаха строительства не было в Якутии. За 10 лет построить такой промышленный центр, районообразующие крупные предприятия, это было очень трудно. Далее решение этой задачи он решил привлечь союзных министерств
имеющих промышленные предприятия Якутии. Именно на этой территории были сосредоточены внимание Министерства цветной металлургии, Министерства угольной промышленности, Министерства энергетики, Министерства строительства, Министерства геологии. Всех министерств они были сосредоточены. Далее они должны были свои ресурсы внести, свои ресурсы, материальные ресурсы, финансовые ресурсы, трудовые ресурсы. Поэтому единственный руководитель нашей республики, который сосредоточил, не только располагался теми ресурсами, которые выделяются по линии Госплана, а именно привлечь это и ресурсы всех союзных министерств. И на этой базе компактно формировался вот это Южно-Якутский территориальный производственный комплекс. И на этой основе, поскольку эта работа, он очень в научном плане, очень капитально, плодотворно работал, естественно, написал кандидатскую диссертацию. Вторая точка должна была возникнуть на базе развития Западной Якутии. Западно-Якутский территориально-производственный комплекс на базе развития алмазной промышленности. Третий комплекс ТПК должна быть третья точка экономического роста. Это Центрально-Якутский ТПК. Объединением 14 районов, прилегающих ближе к городу Якутск. Если были бы реализованы эти задачи, конечно, уровень экономического развития находился бы на другом этапе. Далее я хочу сказать, что когда приезжал Алексей Николаевич Косыгин, председатель правительства СССР, он добился того, что кроме развития основных отраслей промышленности, он добился перевода всех колхозов в совхозы. Он всегда стремился по всем отраслям, было государственное участие. Вот это сыграло исключительно большую роль в поднятии материального благополучия сельского населения. Но я в заключение хочу сказать, что Гаврилович занимался не только отраслями промышленности, сельского хозяйства, буквально всех отраслей народного хозяйства. Объем промышленной продукции в период руководства Гавриловича Теряева увеличился 3,3 раза. Объем сельскохозяйственной продукции в 1,6 раза. Выработка электрической энергии 8 раз. Развитие топливной промышленности 23 раза. Все в разы. Любую отрасль возьмете, все в разы. Это свидетельствует о том, что действительно вот это был такой руководитель, который мог поднять уровень индустриального развития нашей республики на более высокий уровень. Но я хочу сказать, что как человек, это был очень внимательный человек. Он заведующим отделом, он имел прямой телефон. Поэтому к нему на прием не надо ходить. Мы, поднимая трубку, могли любой вопрос, любые проблемы можно решить вот с Гавриловичем Теряевым. Поэтому это давало колоссальный контакт, такой интересный, чисто внутренний контакт с каждым работником. Далее я хочу сказать, это был человек очень высокой подготовки, так, интеллектуальной, очень одаренный от природы человек, очень искренний, очень человек такой открытый, очень доступный с точки зрения личного общения. И я хочу сказать, что он, как подготовленный человек, доклады и так далее, принципы в основном он и редактировал, доводил до конца лично. И то, что он делал, очень грамотно. Поэтому, мне кажется, такие руководители вообще появляются весьма редко. Поэтому вся молодежь, которая слушает меня, вы познакомьтесь с трудами Гавриловича Теряева, этого выдающегося государственного общественного деятеля крупного масштаба. Спасибо. Слово от имени молодежи предоставляется руководителю аппарата первичной профсоюзной организации студентов
Северо-Восточного федерального университета имени Максима Кировича Амосова Михаилу Сергееву. Уважаемые участники сегодняшнего торжественного собрания, сегодня мы отмечаем столетие выдающегося деятеля Якутии Гаврила Иосифовича Чиряева. Гаврил Иосифович Чиряев относится к легендарному поколению, поколению победителей и созидателей, поколение, которое отстояло нашу свободу и независимость в годы Великой Отечественной войны, восстановило страну и создала прочный фундамент для ее развития. Как говорили многие ораторы, Гаврил Иосифович Чиряев был очень разносторонним человеком. Его опыт и знания были востребованы как в экономике, политике, промышленности, так и в вопросах социальной сферы, поддержки молодежи. Извините, пожалуйста, немножко волнуюсь перед вами стоя. Как представитель молодежи, я хочу уверенно сказать, что мы продолжаем дело наших великих отцов-основателей Максима Кировича Амосова, Исидора Никифоровича Барахова, Платона Алексеевича Аюнского, Степана Максимовича Аржакова, Михаила Ефимовича Николаева и, конечно же, Гаврила Иосифовича Чиряева. Перед молодежью стоит цель и задача – получить достойное образование и продолжить бурное развитие нашей республики и нашего государства. Я вижу в зале много представителей молодежи, и это очень отрадно. Уважаемые якутяне, нам как никогда необходимо сконсолидировать все свои общественные потенциалы в единое русло. Надо не только поспевать за бурным темпом времени, но и чтить и уважать свою историю. Двигаться вместе только вперед. От имени молодежи Якутии призываю нас всех держаться вместе, быть сильным и единым во благо нашей республики Саха-Якутия. Убаставаллах Сахам Сенчано. Гаврил Иосифович Чиряевка, уруй айхал бохтун. Уруй! 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 Айхал! 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 Махтал! Торжественный день наступил. Первый секретарь обкома партии товарищ Чиряев включает агрегат. Говорят, что в советское время это был застой. В нашей республике никакого застоя нет. Гаврил Иосифович Чиряев является человеком, при котором был вот буквально за щелчок, как говорится, там появляется город Нермин. Гаврил Иосифович – это глыба всесоюзного российского масштаба. Лучшие строители трассы получили право уложить ее последнее звено на 14 месяцев раньше намеченного срока. Со славной трудовой победой их сердечно поздравил Леонид Ильич Брежнев. Развитие алмазной промышленности, развитие золотой промышленности, угольный комплекс, энергетика. В этом гигантский труд Гаврила Ильича Чиряева, который работал во благо своего народа, во благо территории Якутии и для этого делал все.